Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Кшара. В кабинете министра в Абхазии под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Дылба состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Члены штаба обсудили возможность ослабления действующих ныне ограничительных мер, учитывая спад заболеваемости. По итогам заседания предложено возобновить учебный процесс в начальных классах, открыть детские сады и возобновить работу в ряде объектов культуры, при этом сохранив ограничения на проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий. Подробности в репортаже Гугуц, Иордания. За последние 3 недели число заболевших COVID-19 в республике снизилось в разы. И связаны такие данные с ужесточением ограничений в стране. Они действуют до 10 февраля. Благодаря улучшившейся эпидобстановке сегодня есть возможность говорить о некоторых послаблениях и обсудить пункты проекта распоряжения о мерах по защите здоровья населения Абхазии от COVID-19. Отмечалось на заседании Координационного штаба. В первую очередь послабления коснутся образовательных и культурных учреждений. Образовательные учреждения планируется открыть поэтапно с учетом всех рекомендаций СЭС. Первым этапом мы хотели бы с 15 февраля запустить детские дошкольные образовательные учреждения совместно с начальным звеном среднеобразовательной школы. Если ситуация будет стабильной на протяжении недели, мы готовы запустить и старшее звено школы, это 5-11 класс. Важно отметить, что это будет возможно при условии наполняемости класса или группы в детском саду не более 20 человек. За этой нормой мы будем жестко следить. Всю ответственность за соблюдением всех норм санитарной службы будет нести руководитель организации совместно с районным отделом образования. Чтобы проследить за соблюдением санитарных норм в образовательных учреждениях, планируются выездные проверки. Самое главное – организовать процесс так, чтобы не допустить распространения COVID-19 среди учащихся, отметил Инал Габлия. Где-то нам придется пойти на 2 смены режима работы, где-то мы будем делить классы на подгруппы. Соответственно, район будет внутри решать, какой режим наиболее подходит району, конкретной школе. Но в целом требования СЭС должны быть выполнены. Если мы запустим наши детские учреждения и увидим, что всплеск будет значительный, нам придется вернуться к ограничительным мерам. Чтобы этого не произошло, я призываю всех граждан страны, родителей, директоров школ, колледжей, районных глав администрации и отделов образования пристально следить за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической службы. Учреждения Министерства культуры тоже планируется открыть с учетом определенных условий, то есть с четко установленным режимом работы и соблюдением санитарных норм. Мы обратились в координационный штаб, непосредственно Министерству здравоохранения, с просьбой подготовить нам и разработать меры безопасности, которые будут предписаны персонально, отдельно на каждое учреждение культуры. В силу того, что на сегодняшний день хотел бы вас проинформировать о том, что не все учреждения, подведомственные Министерству культуры, готовы к возобновлению активной деятельности. При этом есть учреждения культуры, которые готовы с соблюдением всех необходимых мер безопасности возобновить свою активную деятельность. Что касается учреждений общепита, то планируется разрешить работу объектов питания, находящихся на открытом воздухе, но с соблюдением всех санитарных норм. Несмотря на то, что на сегодняшний день заболеваемость в республике снизилась, тяжелых больных все же много, отметил министр здравоохранения Тамас Цахнаки. И поэтому специалисты пришли к единому решению. Оставить практически все ограничительные мероприятия, как они были, за исключением школьных учреждений, как это было сказано сегодня на заседании штаба. Ну и, безусловно, тут Министерству здравоохранения достаточно широкие полномочия даны в части подготовки нормативных актов
по регулированию работы образовательных, культурных учреждений, там, системы общепита там, и так далее, установленные сроки и возможности его более жесткого контроля, как это было сказано. Поэтому мы все это, безусловно, будем выполнять. Ну и, соответственно, пополнять запасы медикаментов, средств индивидуальной защиты наших учреждений для того, чтобы все это было бесперебойно. В срок до 15 февраля Министерству здравоохранения поручено разработать и утвердить государственные санитарные нормы и правила для всех учреждений, которых коснутся послабления. Временно исполняющий обязанности премьер-министра республики Владимир Делба отметил, что комплекс мер по борьбе с COVID-19 позволил снять ограничения. Однако в этом вопросе важно не сделать шаг назад. В завершении встречи Владимир Делба обратился к журналистам с просьбой подробно рассказывать о подготовке к работе учреждений, которых коснутся послабления, в том случае, если они откроются. Освещать прежде всего подготовку к возобновлению деятельности образовательных учреждений. Я вас убедительно прошу, у вас богатый опыт, профессионализм, навыки, знания. Обязательно это нужно освещать широко, как готовиться, чтобы мы потом не обсуждали вопросы о том, что вот там у нас что-то не то, и той школе мы не можем дать разрешение на работу. Эти, в том числе, нюансы, возможные недоработки, а может быть наоборот, друг с другом поделятся опытом, когда увидят, в том числе в публичном информационном пространстве, на национальном телевидении. Поэтому в этой связи хотел бы попросить вас, если вы не возражаете, пошире освещать подобные мероприятия. Проект распоряжения о мерах по защите населения Абхазии от COVID-19 будет направлен на рассмотрение к президенту. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. По просьбе Минобороны Абхазии российский мобильный многопрофильный госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, развернутый в Сухуме, продолжит свою работу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Ранее сообщалось, что командировка российских военных медиков завершается 15 февраля. Напомним, что госпиталь приступил к работе 19 октября 2020 года. За время его работы стационарное лечение прошли 431 человек. Мобильный многопрофильный госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние дни внушает надежду. Однако данные, поступающие из Гудаутского ковид-госпиталя, все еще тревожны. В ЦРБ много тяжелых пациентов, а в терапевтическом отделении ковид-центра, перепрофилированного в инфекционное, проходит лечение более 30 человек, состояние здоровья которых оценивается как средней степени тяжести. Наши корреспонденты в очередной раз побывали в красной зоне ковид-центра. Смотрите репортаж Сарии Кварцхелия. Каково это работать и лечиться в красной зоне? Зоне, где выживают и умирают, где спасают жизнь и вновь обретают ее смысл. Защитные костюмы, маски и перчатки. Дышать стало сложно через 5 минут. Далее пустой коридор, двери в палатах открыты. На этаже тишина. Слышен только шорох комбинезонов. От этого еще больше становилось не по себе. Пациенты разные. Одни были не в состоянии говорить на камеру, другие, собрав силы, благодарили врачей. Очень благодарна теплоте и человеческому отношению этого отделения. Большое вам спасибо за все. Низкий поклон. Дорогие мои соотечественники, не шутите. Это очень тяжелое заболевание, это ад. Берегите себя. Не надо обниматься, не надо бежать на похороны друг к другу. Это очень страшное дело, ребята, честное слово. София Авицба, 72 года. В больнице она уже 8 дней. Ее состояние средней степени тяжести. По словам сына, она до сих пор испытывает недостаток кислорода. Александру разрешили ухаживать за мамой, и он все это время находится с ней в красной зоне. Такого чуткого
и нежного отношения к пациентам я не видел давно. Мама тяжелая поступила, задыхалась практически. Сейчас вот я динамику вижу я положительную. Я думаю, что все будет хорошо. Если София Авицба в больнице 8 дней, то Капа Шакрел здесь 14 января. Попала она в Гудаутскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Сегодня ей лучше. Кашляла, задыхалась. Я думаю, ну пройдет сегодня, ну пройдет завтра. Назначение дали. Второй раз только обнаружили, что корона у меня. 1 декабря я сдала анализ, не было. Потом выявилось. И положили. Положили на девочки под кислородом, под этим, то сюда, то сюда. По 2,5 часа кашляла, задыхалась. Все. Вытащили меня. Все, что надо, делают. И медсестры, и врачи, и все. Такое я не видела еще, что вот так вот ухаживали за больными. Вот клянусь с моим сыном покойным. Не видела. Прекрасные люди. Не устают, не ругаются, не злятся. Нет слов, девочка, нету царей, нет слов. Таких я еще не видела, вежливых медсестер и вот врачей. Хорошая динамика и у 70-летней Анны Тани. Еще неделю назад женщина задыхалась, не могла вставать на ноги. Сегодня, благодаря врачам, она самостоятельно ходит и уже не задыхается. Мне стало плохо, одышка пошло, сердечные приступы. У меня инфаркт, прединфарктное состояние. Дома лечилась неплохо. Попала я 3 числа в больницу. Невыходное положение было уже. Они меня подняли прекрасно, обслуживание отличное, лекарства, все, что надо. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Хожу, одышки меньше. Медсестры все прекрасно относятся, все делают, что необходимо. И кто это придумал, кто вот это все выставил, сделал, организовал, чтобы 100 лет жили. В красной зоне всегда находится один из дежурных врачей. 2 раза в день он совершает обход – утром и вечером. На это уходит по 2-3 часа. Каждого нужно осмотреть, проверить основные показатели, а потом еще и заполнить необходимые документы. И все это надо делать в защитном комбинезоне. На 4-м этаже терапевтического отделения, которое было перепрофилировано в инфекционное, больше 30 пациентов. Заведует отделением Эльвира Царгуш. Если у нас люди отяжелели, если они нуждаются в реанимационных мероприятиях, мы их переводим в реанимацию. Да. И бывает, что они к нам возвращаются. Но не все люди, которые лежали в реанимационном отделении, возвращаются к нам. Они могут оставаться и там, долечиваться на 2-м этаже, где лежат больные с заболеванием средней тяжести. Здесь только кислородотерапия, только кислород. Ни СИПАП, ни ИВЛ здесь нету. Да, потому что это уже должен реаниматолог работать с такими больными. Здесь реаниматологи не работают. Персонала не хватает. И среднего персонала не хватает, и врачей тоже, конечно же, не хватает. А вот реабилитация после ковида? С реабилитацией все гораздо сложнее. Пока что у нас не было возможности заниматься полноценной реабилитацией, потому что у нас не хватает мест. Для того, чтобы заниматься полноценной реабилитацией, должны быть достаточное количество мест, и должен быть уже специальный персонал, который этим будет заниматься. Пока у нас такой возможности не было. Даст Бог, будет меньше людей, то мы, конечно, уже будем этим заниматься. Ну, реабилитация частично, конечно, наши больные проходят. Они не могут уходить домой на концентраторах кислородных. Вот это уже это та минимальная реабилитация, которую они получают. Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией госпиталь оснащен всеми необходимыми медикаментами и оборудованием. Контроль за выполнением врачебных назначений ведет старшая сестра Маргарита Айба. Эльвира Владимировна нам выписала рецепт. Вот дальше за процессом... Дальше процесса выпиской занимаемся мы, старшие сестры. Я и со мной еще старшая сестра детского отделения. Мы помогаем друг другу, потому что у нас очень большое количество медикаментов, которые мы получаем. И по этим листам назначения мы идем в аптеки, которая работает практически круглые сутки. Мы получаем медикаменты. В обществе бытует мнение, что якобы врачи и медсестры не додают нужное количество медикаментов пациентам. Например, вместо полной ампулы могут
могут вколоть половину. Вот как на это ответили медработники. Народ, который считает, что мы что-то не доделали, что-то мы вот упустили, я думаю, что их надо просто пригласить к нам в гости. Мы их встретим, проведем в каждую палату. И пусть они видят, как больные тяжелые мучаются, и как тяжело проходит эта болезнь. Это хорошо, когда в легкой форме, а когда тяжелая, не очень-то приятно видеть каждого, и как он страдает, и как он мучается. А люди, которые говорят излишек, я вообще не люблю, когда говорят. Надо прийти самому воочию увидеть. Надо говорить после того, как ты увидишь, а не после того, как ты услышишь. На каждого больного есть лист назначения, который делает доктор. У одного больного может быть до 8, до 9 препаратов разных. Перед тем, как зайти в красную зону, медсестры, которые заходят в красную зону, в зеленой зоне мы вдвоем, вот мы в паре с девочкой, мы собираем все препараты. Вплоть до того, что вот и антибиотики, и все препараты, и такие вот препараты гепарин и так далее, мы все набираем в шприцы. То, что капельно, мы тоже все набираем, систему одеваем, чтобы они уже все готовые, могли зайти, чтобы у них на это время не уходило, чтобы сразу начинали капать. И мы вот эти вот все назначения перепроверяем по 2-3 раза. То есть надеяться на то, что вот я сегодня все, я могу из 20 человек, я могу где-то, чтобы я не упустила, чтобы такого момента не было. Моя вот напарница обязательно перепроверит меня. Доктор перед тем, как зайти, еще раз зайдет, то есть перепутать что-то или не додать какой-то препарат. У нас в отделении такое не бывает. Инфекционный госпиталь – сложно организованное учреждение, где важна каждая деталь. Здесь не только лечат пациентов, но и обеспечивают их изоляцию для предотвращения распространения инфекции. Из-за нехватки младшего медперсонала родственникам позволено ухаживать за больными в красной зоне. У нас медицинский персонал средний практически переболел весь переболел. Можно сказать, прям каждый месяц у нас по 3, по 4 человека болели. У нас всего 4 санитарочки, 2 сестры-хозяйки. И без них, конечно, трудно быть в отделении. А еще и в красной зоне, если ухаживать индивидуально, у них, конечно, не хватает рук. Ни у среднего персонала, ни у младшего. И тогда, конечно, родственники приходят на помощь, они ухаживают. Работа врачей – это адский труд. В течение своей смены им приходится обходиться даже без воды. Мы работали в красной зоне больше часа. Мы завершили свою работу в красной зоне, спустились на первый этаж. Здесь нас продезинфицируют. Здравствуйте. Мы направились в здание, где установлен компьютерный томограф. На сегодняшний день он работает бесперебойно с 10 утра до 5 вечера. Поток людей большой. Вроде говорят о том, что есть какой-то спад, но на КТ у нас спада никакого нет. У нас по 30, по 40 человек в день. Учитывая, что это единственный аппарат КТ на всю республику, то есть ковид грязная зона. Поэтому, конечно, у нас нагрузка не уменьшается. У нас идут и стационарные пациенты, у нас идут амбулаторные пациенты. И все, естественно, по направлению врача обязательно. И просто хотелось бы предупредить именно наших всех пациентов, которые ковид-положительные. То есть если у них ПЦР подтвержден, это не значит, что нужно сразу идти делать КТ. Поэтому у нас поток и не снижается. Мы делаем, грубо говоря, иногда бессмысленные заключения, исследования, то есть ненужные, потому что люди облучаются лишний раз, и мы не можем им доказать, что сейчас у вас нет показаний для КТ. На территории Гудаутской ЦРБ для кислородных баллонов строится отдельное помещение. Сейчас баллоны находятся на открытом воздухе, что небезопасно. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Расследование уголовного дела по факту исчезновения гражданки России Федотовой Елены Анатольевны находится на контроле Следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии. Напомним, что заявление об исчезновении Федотовой поступило 19 января 2021 года в правоохранительные органы Гагарского района от подруги пропавшей женщины. 26 января прокуратурой Гагарского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса
правительства Абхазии. В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Прокуратура Абхазии обращается с просьбой оказать содействие в поиске Елены Федотовой и установлении места ее нахождения. В случае обладания какой-либо информацией просьба позвонить в дежурную часть по телефону 226 41 41. 19 января 2021 года в дежурную часть УВД по Гагарскому району поступило заявление Бафановой Марины Александровны о том, что ее подруга Федотова Елена Анатольевна, 1977 года рождения, проживающая по адресу Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, дом 109, вместе с которой она прибыла в Республику Абхазия и остановилась в городе Гагра по улице Шапсукская в доме номер 20, пропала 17 января 2021 года. В период времени примерно с 23:00 часов. По данному факту прокуратура Гагарского района 26 января 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Произведена выемка записей с камер видеонаблюдения, установленных на территории Гагарского района по центральной трассе Псоу-Ингур. В рамках расследуемого уголовного дела направлены соответствующие поручения в Управление внутренних дел по Гагарскому району о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Федотовой, установление лиц, причастных к исчезновению Федотовой, а также направлены поручения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазии и отдел милиции по водному транспорту по Гагарскому району на производство поисковых мероприятий на береговой линии, а также лесного массива в Гагарском районе. В компетентные органы Российской Федерации направлен запрос об оказании правовой помощи для установления и допроса членов семьи Федотовой. Допрошены свидетели и очевидцы, видевших Федотову 17 января 2021 года, в день исчезновения последней. Направлены запросы в Службу государственной безопасности Республики Абхазия на предмет установления пересечения государственной границы Федотовой в период времени 17 января 2021 года. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии по результатам дополнительной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении главного врача Центральной республиканской больницы Аполлона Гургулия, его заместителя Георгия Воуба и бывшего штатного сотрудника больницы Аслана Цкуа, а также по факту хищения имущества ЦРБ путем растраты с использованием служебного положения со стороны главврача Гургулия. Ранее 1 февраля генеральным прокурором в порядке надзора было принято решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главного врача Сухумской ЦРБ. По версии органа предварительного расследования, в мае 2019 года главврач государственного учреждения Министерства здравоохранения Республики Абхазия, республиканская больница Гургулия совместно с его заместителем Воуба и штатным сотрудником больницы Цкуа с целью незаконного обогащения организовала оказание платных медицинских услуг, лабораторных исследований в республиканской больнице с использованием штатных сотрудников и оборудования блока номер 2 лабораторий больницы, в результате чего в период с 1 июля 2019 года по 21 января 2020 года произведено лабораторных исследований на 788 пациентов, что повлекло причинение ущерба престижу государственного учреждения Министерства здравоохранения Республики Абхазия, республиканская больница, целью деятельности которой является оказание качественной и бесплатной медицинской помощи, принижены и дискредитированы репутация и авторитет сотрудников больницы, а также причинены тяжкие последствия, выразившиеся в амортизации оборудования, установленного в блоке номер 2 лаборатории больницы на сумму 1 390 714 рублей. И выплачена заработная плата врачам, лаборантам на общую сумму 222 332 рубля. Указом президента Абхазии Аслана Бжания за значительный вклад в развитие отрасли виноградарства и виноделия, большую научно-практическую деятельность, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд орденом Ахтзапша второй степени награжден Авицба Анатолий Мканович, академик Академии наук Абхазии, член Российской академии сельскохозяйственных наук.
В Москве состоялись рабочие встречи вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым и заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым. Стороны обсудили ряд вопросов межведомственного взаимодействия по линии реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы, а также вопросы льготного кредитования и газификации. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба прибыл в Санкт-Петербург, где намеченный ряд деловых встреч. В частности, как сообщает пресс-служба ведомства, Теймураз Хишба встретился с председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым. Обсуждались вопросы наращивания туристических обменов между Абхазией и северной столицей, а также вопросы развития медицинского туризма. По итогам встречи было принято коммюнике, подтверждающее единодушное мнение о развитии двустороннего сотрудничества. Граждане Абхазии, которые получают абхазскую пенсию, смогут снимать выплаты с банковских карт через банкоматы. В общей сложности активировано около 21 тысячи банковских карт. В интервью абхазскому телевидению председатель пенсионного фонда Денис Гулария рассказал о том, каких категорий граждан коснулись изменения. Это коснется категории, которые не получают какие-либо российские выплаты. Это исключительно те выплаты, которые финансируются, выплачивает Пенсионный фонд Абхазии. Допустим, по возрасту. Это с доплатой, вместе с доплатой 2500 рублей, которые получают у нас получатели доплаты. Это около 8500 человек. Там и социальные пенсии туда входят, и инвалиды детства до 16 лет входят туда, и первой, и второй группы. Также категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии, они все будут получать через банкоматы. Вот, у них будут разблокированы карты. Полную версию интервью председателя Пенсионного фонда Абхазии Дениса Гулария смотрите сразу после выпуска новостей. На 89-м году ушел из жизни Николай Николаевич Рахманов, признанный классик советской фотографии, известнейший фотожурналист, автор первого фотоальбома «Абхазия», изданного в 1979 году в издательстве «Планета». Консультантами издания были Владислав Арзенба и Тарас Шамба, авторами текста Алексей Гогуа и Вианор Пачулия, редактором Шота Шакая. За 65 лет работы Николай Рахманов создал около 100 фотоальбомов, последний из которых вышел в 2020 году. Впервые в Абхазии открылась ферма по выращиванию шампиньонов. Ферма работает в селе Лыхны уже 2 месяца. На местном рынке грибы оказались весьма востребованными. Пока их реализуют только в 3 городах – Гудауте, Новом Афоне и Сухуме. Алика Трапш расскажет подробнее. Идея создания фермы по выращиванию грибов у молодого предпринимателя Елены Арзенба возникла давно, но осуществить ее она сумела относительно недавно. Увидев в интернете объявление по программе ПРООН совместно с Центром развития сельского хозяйства и села, Елена написала проект и на конкурсной основе выиграла грант. Нам профинансировали создание данной фермы, обустроили ее, сделали ремонт, заменили кровельное покрытие. И вот, было принято решение расположить именно грибницы на стеллажах, чтобы максимально рационально использовать помещение. Чтобы вырастить грибы, нужны особые условия и почва. Елене пришлось заказывать компост с уже засеянной грибницей в Краснодаре. На первоначальном этапе в тестовом режиме было закуплено 2 тонны компоста для выращивания шампиньонов. На протяжении 3 дней они в непритронутом состоянии лежали на стеллажах, чтобы привыкли, адаптировались к температуре. Им нужен определенный микроклимат внутри помещения. Спустя 3 дня мы их открыли, и они у нас еще неделю томились в абсолютно герметичном закрытом помещении. Сама занималась полностью изучением технологий. В Абхазии даже нет специалиста, который мог бы меня проконсультировать. После того, как мы съездили в Краснодар, забрали наш компост, мы нашли там специалиста, который после этого нас стал дистанционно консультировать. Через месяц первый урожай. В течение 10 дней было собрано 250 килограммов шампиньонов. Спрос на грибы оказался довольно большим. Сейчас их реализуют в магазинах и супермаркетах Гудауты, Нового Афона и Сухума. Совсем скоро на ферме ожидают 2-й сбор урожая. Перед попаданием на прилавок гриб проходит у нас четкий отбор. Он должен полностью соответствовать товарному виду. Шапочка должна быть закрыта, не деформирована. Вот, например, этот гриб мы можем посмотреть. Он полностью соответствует всем необходимым требованиям.
он называется закрытый гриб. Но как только гриб достигает вот такого состояния и шапочка открывается, он уже теряет товарный вид. И в нашем случае мне удалось реализовать их по цене ниже той, по которой я реализую отборные грибы. Для того, чтобы расширить производство и производство было неубыточным и безотходным, нам нужна на перспективу линия консервации. На крупных предприятиях везде установлены определенные линии консервации, которые вот те грибы, которые уже переросли стадию отборных, чтобы они как бы перерабатывались и попадали в баночки. На грибной ферме надо постоянно поддерживать микроклимат. Часть необходимой для этого техники уже закуплена. После ее установки планируется расширить бизнес и закупить уже до 8-10 тонн компоста с засеянной грибницей. Как известно, грибы нуждаются в регулярном поливе. Как только почва начинает подсыхать, грибницу нужно тут же увлажнить. Хозяйка грибной фермы Елена Арзенова по специальности экономист. Несколько лет назад после замужества переехала в село Лыхны. Ее новая сфера деятельности оказалась очень интересной и увлекательной. В маленьком бизнесе девушке помогает семья. Мы пока справляемся силами семьи, мы с супругом, родственники нам помогают. Когда вот был пик урожая, нам как бы родственники, соседи помогали в сборе. Но на перспективу, когда мы будем расширяться, мы уже будем задумываться о наемных работниках на постоянной основе, потому что грибница достаточно капризная и она требует постоянного ухода. Как показывает практика, зачастую любой бизнес на этапах своего развития сталкивается с некоторыми трудностями. Исключением не стала и грибная ферма. Во время верных отключений электричества верхний ярус с грибницами испортился, так как кондиционер не работал, и возможности установить необходимое оборудование из-за низкого напряжения не было. Мы стали задумываться о приобретении установки собственного трансформатора, так как у нас еще планировалась установка вытяжек крупных производственных, другого оборудования, системы увлажнения, различных датчиков, которые в принципе не тянули. Трансформаторы и провода были приобретены на собственные средства, а Министерство экономики и Черноморэнерго помогли мне с получением тех условий и со столбами, но мы остановились на этапе их установки. Начинающий предприниматель и владелица фермы по выращиванию шампиньонов Елена Арзенова планирует расширить свой бизнес и, возможно, начать выращивать и другой вид грибов. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. С начала весны и до поздней осени во всех районах Абхазии инспектора карантинной службы проводят мониторинг тепличных хозяйств, где выращиваются овощи в открытом и закрытом грунтах. Специалисты отбирают образцы и проводят исследования в лаборатории. В случае выявления возбудителей болезни растений сельхозпроизводителям даются рекомендации. Руководитель карантинной инспекции Аркадий Джинджи рассказал о мероприятиях, проводимых службой, а также о режиме работы пункта фитосанитарного досмотра на КПП ПСО, о тарифах на фитосанитарный сертификат. Решением карантинной инспекции в этом году стоимость сертификата, она стоила 300 рублей. Допустим, если даже большие грузные машины проходят около 25 тонн, 300 рублей сертификат стоит. Но для населения до 100 килограмм от 300 рублей снизили до 25 рублей. Это мы самостоятельное решение для того, чтобы снизить финансовую нагрузку крестьян, которые провозят через границу. Почему это так случилось? Потому что раньше мы выдавали, даже если 100 килограмм, 200 килограмм, один сертификат. Ну, сейчас с российской стороны выше 25 килограмм требуют, чтобы был фитосанитарный сертификат. И поэтому, чтобы снизить нагрузку крестьянам, мы пошли на такое решение. И самое главное, это, конечно, в ущерб самой же карантинной инспекции, потому что те деньги, которые поступают в наш счет, это для содержания нашей же инспекции. Ну, мы пошли на такой прецедент для того, чтобы все-таки легче было нашим гражданам. И в завершении выпуска о погоде. В среду 10 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность. Временами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 5-10, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.